шал – это широкий атмосферный ливень частиц. Он образуется частицами гигантских энергий, которых сотни тысяч, миллион раз больше, чем на сегодня достигнуто на лучших ускорителях. Ускоряются они где-то далеко в космосе. Вот мы их ловим, регистрируем, изучаем. В 1966 году вблизи поселка Ахтемцы, в 50 километрах от Якутска, начались работы по строительству будущей гигантской установки широких атмосферных ливней. Основная работа по разработке физического проекта установки осуществлялась силами лаборатории ШАЛ. Этими работами руководил Дмитрий Данилович Красильников, основатель и заведующий лабораторией ШАЛ. Проводились также измерения уровня радиопомех. В выборе Якутска в качестве места для сооружения установки ШАЛ гигантских размеров решающее слово принадлежало председателю научного совета по проблеме космические лучи Сергею Николаевичу Вернову. В институте проходит семинар, посвященный проблемам ШАЛ. Выступают молодые специалисты. Руководит семинаром Дмитрий Данилович Красильников. Здесь обсуждались первые предварительные расчеты параметров будущей установки. К 1970 году были разработаны все технические узлы установки, детекторы, и была создана 1/6 часть установки из 13 пунктов наблюдения. На этой части установки в течение 2 лет была отработана вся методика регистрации ШАЛ с энергией выше 10/17 электрон-вольт, и главное, были получены первые научные результаты. Якутская установка планировалась как всесоюзная научная база для исследования космических лучей сверхвысоких энергий. В ее создании принимали участие сотрудники головных институтов в Москве, Физического института имени Лебедева под руководством Сергея Ивановича Никольского и Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ под руководством Георгия Борисовича Христиансена. Выгружаются первые балки для станции наблюдения.
ходе строительства установки с большой пользой для дела проводились субботники. Эти субботники проходили в духе всеобщего энтузиазма. В субботнике также принимали участие сотрудники всего коллектива института. Обычно такие субботники сопровождались еще и спортивными соревнованиями. Состоялась товарищеская встреча по футболу между сборной командой института и командой полигона «Шал». Игра проходила обоюдоостро и вызвала всеобщий интерес. В результате победила дружба, и хозяева преподнесли своим гостям кубок дружбы «Чаром». 1 мая. Праздник весны и солидарности. Так проходили демонстрации коллектива института. Около 15 лет в институте ведется изучение частиц сверхвысоких фантастических энергий, приходящих к нам из глубин галактики. Для их регистрации в долине реки Лены на площади в 25 квадратных километров создан уникальный комплекс из 43 измерительных пунктов. В земной атмосфере частицы с невероятной энергией, недостижимой на ускорителях, взаимодействуют с ядрами атомов воздуха. Таким образом, возникают миллиарды вторичных частиц, одновременно падающих из атмосферы на большую территорию земной поверхности. Это явление получило название «широкие атмосферные ливни космических лучей», сокращенно ШАЛ. Часть комплекса уже создана и действует. Комплекс ШАЛ
разработан и создан объединенными силами якутских космофизиков и некоторых лабораторий Московского государственного университета и физического института имени Лебедева Академии наук Союза СССР. Сегодня с якутскими учеными работает их коллега из Москвы, доктор физико-математических наук профессор Никольский. Все приборы, установленные для регистрации космических ливней, синхронизированы точным временным радиотелевизионным устройством. Данные измерений ШАЛ собираются в центральном пункте с электронно-вычислительной машиной на выходе. Монтируется уникальный сцинтилляторный датчик площадью в 4 квадратных метра. Такими датчиками оснащены все 43 измерительных пункта ШАЛ. Между измерительными пунктами, они расположены в 1,5–2 километрах друг от друга, поддерживается радиосвязь. В 1972 году в Якутске состоялся всесоюзный симпозиум по экспериментальным методам исследования космических лучей сверхвысоких энергий. В работе симпозиума приняли участие все ведущие специалисты по космическим лучам. Сергей Николаевич Вернов, Александр Евгеньевич Чудаков, Леонид Григорьевич Деденко, Георгий Тимофеевич Зацепин, Грант Егорович Качаров, Георгий Борисович Христиансен, Сергей Иванович Никольский, Сергей Анатольевич Славатинский, и другие известные ученые. Программа симпозиума в основном была посвящена техническим разработкам якутской установки ШАЛ и первым научным результатам, полученным на ней. Это совещание проходило накануне запуска якутской комплексной установки ШАЛ по полной программе. В симпозиуме также приняли участие и ряд зарубежных исследователей из Болгарии, Польши, Венгрии и Чехословакии. Гость из Венгрии профессор Шомоди, профессор Вдовчик,
Участники симпозиума совершили прогулку по реке Лени. Йордан Стаменов из Болгарии. Гости приехали на якутскую установку ШАЛ. Участники симпозиума знакомятся с установкой. Традиционная рыбалка для гостей. Какой же он все-таки, ленский тагунок? Ленская уха лучшая в мире. Симпозиум продолжается. Георгий Тимофеевич Зацепин. Александр Евгеньевич Чудаков. Дмитрий Данилович Красильников. Оживленные дискуссии были характерны для работы этого симпозиума. По окончании симпозиума на центральной усадьбе установки гостями были посажены деревья. С 14 апреля 1973 года первая очередь якутской установки ШАЛ
была принята Государственной комиссией Академии наук СССР. В 1977 году в Якутске проходила всесоюзная конференция по космическим лучам с участием ученых из Болгарии, Польши, Венгрии, Чехословакии. Выступает Юрий Георгиевич Шафер. Одна из секций конференции была посвящена физике частиц сверхвысоких энергий. На секции выступали с докладами как известные ученые, так и молодые исследователи. Конференция проходила на высоком научном уровне. Гости конференции приняли участие в Якутском национальном празднике ИСЭФ. Директор совхоза дарит гостю из Польши, профессору Томашевскому, сувенир «Якутский нож». Завершился праздник национальным танцем Осуахай. Очередная всесоюзная конференция по космическим лучам состоялась в Якутске в 1984 году.
Установку ШАЛ посетил профессор Нагана из Токийского университета. В 1982 году за цикл работ по исследованию первичного космического излучения сверхвысокой энергии была присуждена Ленинская премия Ефимову Никодиму Николаевичу, Красильникову Дмитрию Даниловичу, Зацепину Георгию Тимофеевичу, Скобельцину Дмитрию Владимировичу, Никольскому Сергею Ивановичу, Христианцину Георгию Борисовичу. В настоящее время установка ШАЛ переведена на современные методы регистрации и обработки информации с использованием новейшей компьютерной техники. За 25 лет эксплуатации установки накоплен огромный уникальный научный материал. Зарегистрировано более 1 миллиона ливневых событий с энергией выше 10/17 электрон-вольт. По этому показателю якутская установка опередила все аналогичные установки мира. Идет непрерывная обработка и анализ полученных экспериментальных данных. Черенковская группа вела свои работы по измерению черенковского излучения ШАЛ с начала эксплуатации установки. Старейший сотрудник института, инженер-наладчик черенковских приборов Спартак Синофонтович Старость.
Институтская комиссия принимает экзамены по электробезопасности. Наряду с опытными специалистами работают и молодые сотрудники. Для установки ШАЛ это привычный стиль работы. Квалификация приобретается в каждодневном труде. В состав широкого атмосферного ливня входит проникающая компонента. Для регистрации мионной компоненты создана сеть подземных детекторов. На данный момент на различных расстояниях от центра установки работают 5 таких пунктов. Недавно построен и запущен в эксплуатацию мионный пункт с общей площадью детекторов 180 квадратных метров. Уже первые предварительные результаты дают интересную информацию о пространственно-временной структуре мионного диска ШАЛ. Мионный пункт – это подземное помещение, в котором установлены сcintillaционные счетчики, такие же, как на основных станциях наблюдения. Большим достижением в хозяйственном обеспечении установки стал перевод на новую котельную с газовым отоплением.
Наш старенький трактор-труженик, ровесник установки. Наша столовая – совершенно необходимая часть жизнедеятельности установки. Идет очередной научный семинар отдела частиц сверхвысоких энергий. Получается, что где-то вот это межгалактическое пространство существует некая скрытая масса, которую мы не можем наблюдать. Просто средние точки для каждой энергии нарисовать. Как выглядит картинка? Примерно такая же, только точности будут хуже. Каких-то точек уже может и не быть. Если функция стала круче вследствие каких-то неважных причин, то они автоматически сделают вывод, что x стал глубже. Тогда они, могут думать, что если динамика модели развития та же, тогда автоматически вытекает следствие. Значит, состав изменился. А если, изменилась структура при том составе, тогда, значит, этот вывод другой будет. Она только на хвосте несколько круче. Из-за этого такие сильные изменения. Да, из-за этого такие сильные изменения. Я не успел записать. Программы, часть сохранились, часть тоже таким же образом пропал. Вот мне пришлось восстановить все программное хозяйство. Началась корреляция по 3, по 6. Ну, я объясняю все. Берется вот искусственные ливни, которые сколько наблюдаете. Например, вы наблюдаете 300 ливней. Берете искусственные 300 ливней. Ее разыгрываете. И сколько ливней в радиусах 3 градуса Да, от этих, от любого источника, так сказать, из всего списка. Не ширина. Ну, а у вас имеются экспериментальные данные. Для данных ливней, число совпадений при этом градусе, например, скажем, 80 килобайт. Берете вероятность и считаете, какая у вас вероятность. Где 10-20. В пределах статистической точности, так сказать, укручение, это среднее укручение, где-то по сравнению с ливнями меньших энергий, 2% на 40. Определенность есть. Амплитуда там маленькая, фаза огромная, на 200 градусов раскинута. Если же вот выкинуть вот те несчастные 12% ливней, это около 2000 ливней, да? Тогда ошибка определения фазы гораздо определеннее становится. Ну вот, Алеш, а ты бы попробовал прибавить эти самые выброшенные ливни и снова попробовать? Мы все знаем и на себе испытываем трудности последних лет жизни нашей страны. И особенно вот российская наука тоже оказалась в труднейших условиях. И прежде всего и в большей степени пострадали те научные подразделения, которые ведут исследования на больших экспериментальных базах, таких как вот наша Якутская комплексная установка. И нам пришлось искать другие внебюджетные источники финансирования. И
И совместно с руководством мы интенсивно включились в поиск вот таких источников путем участия во всевозможных конкурсах. Мы получили некоторую поддержку. Это в 1994 году и 1995 году Международный научный фонд поддержал нашу заявку. Затем наша установка была включена в список уникальных установок России. И по этому каналу тоже получаем финансовую поддержку. Надеемся, и в будущем получим. Затем получили поддержку Академии наук России. Нас включили в список ведущих научных школ России. И, конечно, мы постоянно заявляем наши программы для получения гранта в Российском фонде фундаментальных исследований. По таким финансовым поддержкам и бюджетным поступлениям наша установка поддерживается сегодня в рабочем состоянии. И главное, мы сумели сохранить наш научный и инженерно-технический состав, основной костяк. Наш коллектив на сегодня, я считаю, способен и дальше заниматься модернизацией установки, и дальше анализировать наш богатый экспериментальный материал на высоком уровне. И надеемся, у нас есть на это основание, что в ближайшие годы мы будем пользоваться этой поддержкой со стороны Академии науки и также Министерства науки России. Установка ШАЛ отметила свое 25-летие. Многое сделано